Подразумевающий. Это икона Иоанна Златоуста, да, великого святителя Абхазской земли. Для меня, знаете, такой тут особый символ есть, потому что горжусь тем, что Абхазия моя родина, но второй родиной для меня стал Нижний Новгород. Вот эту икону написали иконописцы Нижегородской области, Нижегородской епархии. Ну и видите, поскольку они знали, что она в подарок вам, видите, оклад сделан в цветах флага Республики Абхазия. Поэтому... Спасибо. Вы ментальностью близки к нам, родились и выросли здесь. Я знаю, что вы по достоинству оцените. Это абхазский нож с гравировкой целыми редкого белого буйвола, которого практически очень редко можно встретить. Это черный буйвол. Сочетание, не знаю, такой красивый раскрас. Спасибо вам огромное. Красиво. Спасибо. Спасибо вам. И, конечно же, мы хотим вас наблюдать и в абхазском отделе, чтобы национальные элементы одежды у вас находились. Спасибо. Спасибо большое. Большая честь для меня. Спасибо. Получилась теплая, достойная церемония. Люди тепло встречали. Я вас поздравляю. Спасибо. Исторический момент. Находитесь здесь, рядом с нами, с народом Абхазии. Слава Богу, я очень этим горжусь, счастлив тем, что народ Абхазии вас знает, любит, ценит. Именно ваше присутствие придает особый шарм всей этой церемонии. Сергей Валерьевич, пользуясь случаем, благодарю вас за все то, что вы делаете для нашей республики. Действительно, те социальные проекты, которые под вашим личным контролем осуществляются, они очень чувствительны для граждан нашей страны. И мы, безусловно, достигнем тех результатов, к которым стремился наш народ. Благодаря поддержке Российской Федерации, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который реализовал многовековую мечту народа Абхазии, признав независимость нашей страны. И, конечно же, мы будем укреплять узы дружбы между народами России и Абхазии. Спасибо вам большое. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, он по итогам вашего визита тогда и вашей встречи выпустил целый перечень поручений всем министерствам и ведомствам. Ну вот, в принципе, выполнением этих поручений как раз стали подписанные решения по продлению сроков для водителей, автолюбителей Абхазии, позволяющие еще год по России ездить с правами Абхазии, возможность в упрощенной процедуре прямо здесь, никуда не выезжая, получить дополнение, еще и новые российские права. Это вот тоже решение по пенсионерам, гражданам Абхазии, это все-таки 23 тысячи человек, и тоже президент продлил возможность получать по старой схеме. Ну и спасибо, что оперативно откликнулся и Центральный банк Абхазии, и Сберегательный банк Абхазии. Они вместе с Промсвязьбанком сейчас выстроят возможность, когда пожилым людям не надо ехать куда-то далеко в Краснодарский край, они прямо здесь, дома могут оформить все необходимое для того, чтобы гарантированно получать пенсию. Также в перечне поручений президента России безусловное выполнение всех договоренностей, которые у вас в ходе встречи с ним были. Это и безусловный запуск аэропорта, и уже, в общем, полетов сама тут главное уже не запуск аэропорта, а запуск рейсовых полетов и железнодорожное сообщение. И, в общем, мы сегодня с вами говорили с утра по расширению морского сообщения. Мы явно ожидаем большой прирост туристического потока. Как мы с вами договаривались, я в Москве на прошлой неделе встречался со всеми туристическими компаниями, которые организовывают приезд российских туристов в Абхазию. Они тоже ждут существенного роста в этом году. Это и доходы бюджета, и выручка для бизнеса, рабочие места, налоги. Это, конечно, очень важные возможности. Ну и все, что связано с инфраструктурой, как вы с Владимиром Владимировичем говорили, по энергетике, есть соответствующее поручение о том, чтобы вместе посмотреть на программу развития электроэнергетики, потому что по вашему обращению президент России в этом году несколько раз добавлял гуманитарную поставку электроэнергии и в связи с низким уровнем воды весной на Ингуре.
но, конечно, сейчас очень важно уже прямо сейчас начинать заниматься подготовкой к следующему, чтобы нам в следующую зиму не попадать в такую же ситуацию. Это требует подготовки уже прямо сейчас. У нас продолжается работа по подготовке к 80-летию общей Великой Победы, поэтому денежные средства, выделенные президентом, мы с вашей помощью видим, что идет работа и по школам, и по всем селам Абхазии. Ну и, конечно, большой объем такой серьезной работы, связанной с инфраструктурой. Жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, очистные сооружения. То есть объем работы большой, но вот как в ходе тогда вашей встречи обсуждалось, и как мы с вами в Москве говорили, по поручению президента сейчас российские ведомства подняли весь опыт, который есть по такому партнерскому сотрудничеству между Россией и Белоруссией в рамках союзного государства, поэтому за эти годы был отработан уже хороший механизм таких дорожных карт. Уже, в общем, понимаем, что хорошо получилось, понимаем, что где не получалось так, как хотелось, этот опыт тоже можно учесть, и мы тогда, как с вами говорили, по таким же похожим дорожным картам сможем после формирования вами правительства Абхазии начать прям постоянную работу каждого ведомства друг с другом. Спасибо. Стоит масштабная работа, которая направлена на созидание, улучшение качества жизни наших граждан. И, конечно же, мы намерены углублять наши партнерские взаимоотношения. Это очень важное направление. Вы совершенно правильно и справедливо отметили взаимодействие по всем сферам и направлениям. Это даст очень мощный толчок для развития, углубления этих взаимоотношений. Так что мы нацелены на работу. Спасибо вам огромное. Очень рады вас видеть в Абхазии. Спасибо.